Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская Республика». В студии Лейла Муртазова. И в начале главные темы выпуска. Память в сердцах. Мемориал расположен в сквере имени Гейдара Алиева. В Грозном открыли памятную плиту в честь жертв авиакатастрофы под Актау. Пример мастерства. Латта Чахо Малх. Так звучит таблица Менделеева на чеченском языке. Расскажем об ученом и наставнике Джамулае Маглаеве. Чем профессор вдохновляет студентов в познании науки, смотрите в нашем эфире. Гранты мэра. Такие инициативы дают детям самое главное – мотивацию не останавливаться на достигнутом. В департаменте образования Грозного отметили успехи самых талантливых учеников города. В Грозном состоялась торжественная церемония открытия мемориальной плиты в память о жертвах авиакатастрофы под Актау 25 декабря 2024 года. В мероприятии приняли участие официальные лица республики и близкие жертв трагедии. О деталях чествования павших расскажет Рамзан Абуев. С возложения цветов к памятнику первому президенту Азербайджана Гейдару Алиеву началась церемония открытия мемориальной плиты в память о жертвах авиакатастрофы вблизи аэропорта казахстанского Актау. Трагедия произошла 25 декабря 2024 года на рейсе Баку-Грозной авиакомпании «Азербайджанские авиалинии». Прежде всего, хотел бы выразить слова соболезнования всем родственникам погибших в этой трагедии. Для нас всех эта авиакатастрофа явилась ужасной новостью. Символично, что она будет располагаться на территории сквера имени первого президента Республики Азербайджан Гейдара Алиева, который был открыт по поручению главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова еще в 2017 году. Дань памяти и уважения азербайджанскому народу и его лидеру. В основании этой мемориальной плиты слова «Ваши имена навсегда останутся в наших сердцах». В нашей памяти также останется подвиг пилотов и экипажа рейса Баку-Грозный. Их героический поступок позволил спасти жизни 29 человек. Хотел бы сказать, что мы разделяем с вами эту боль. Мы должны идти вперед, передавать нашим потомкам славные традиции дружбы народов и братских отношений. Президенту авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» Самиру Муса Оглурзаеву передали медали за заслуги перед Чеченской Республикой. Награды указом главы предназначены бортпроводникам Зульфигару Асадову и Айдан Рагимли за мужество, профессионализм и высокий уровень гражданской ответственности, продемонстрированные во время авиакатастрофы. Благодаря отваге экипажа удалось спасти жизни 29 человек. Мы искренне благодарны главе Чеченской Республики господину Рамзану Ахматовичу Кадырову за принятое решение об установке мемориала, который является выражением искреннего уважения к памяти погибших и человеческого сопереживания. Он символизирует солидарность и внимание, проявленные в трудные моменты, и служит напоминанием о ценности каждой человеческой жизни. В такие минуты особенно ясно проявляется прочность братских связей между народами. Дружба между народами Азербайджана и Чечни имеет глубокие исторические, культурные и духовные корни, основанные на взаимном уважении и поддержке. Память о трагедии будет, несомненно, служить напоминанием о необходимости беречь мир, человеческую жизнь и доверие между народами. Эта трагедия стала тяжелым испытанием для всех нас, оставив глубокую боль в сердцах родных и близких погибших. Для нашей компании эта трагедия стала невосполнимой утратой. Мы потеряли не только наших пассажиров, чьи жизни были прерваны слишком рано, но мы также и потеряли наших коллег, чья отвага, профессионализм и самоотверженность смогли спасти десятки жизней. Каждая из этих судеб навсегда останется в памяти Азал, в истории гражданской авиации и в сердцах наших народов. Мы склоняем головы перед светлой памятью тех, кто не вернулся из того рокового рейса.
Мы искренне благодарны руководству и жителям Чеченской Республики за внимание, проявленное сочувствие, поддержку и уважительное отношение к памяти погибших. Этот мемориал станет символом гуманизма, человеческого участия и дружбы между нашими народами. Этот жест солидарности наглядно отражает дух добрососедства и взаимного уважения, которому на протяжении всей своей деятельности придавал особое значение Гейдар Алиев. Монумент открывают руководитель администрации главы правительства Галас Таймасханов и чрезвычайный полномочный посол Азербайджана в России Рахман Сахиб Оглу Мустафаев. Официальные лица, родственники и близкие погибших отдали дань памяти жертвам. Они возложили цветы к мемориальной плите и прочитали дуа. Жертвами тогда стали 2 члена экипажа, старший бортпроводник и 35 пассажиров. Всего на борту находилось 67 человек. Это граждане России, Азербайджана, Казахстана и Киргизии. Мемориал расположен в сквере имени Гейдара Алиева. Он представляет собой гранитную плиту, на которой выгравировано изображение самолета и указан номер рейса. Детали этой страшной трагедии президенты России и Азербайджана обсудили 9 октября в Таджикистане на их первой полноформатной встрече после катастрофы. Начать нашу встречу хотел бы с наиболее чувствительной темы, с авиационной трагедии, которая произошла в нашем небе. И уже тогда в нашем первом телефонном разговоре я не только принес извинения за то, что трагедия произошла именно в небе России, но и выразил самые искренние соболезнования семьям погибших. Я хотел бы вот это все повторить, возобновить и сказать, что мы, безусловно, как и договаривались, оказываем всяческое содействие следствию. И сейчас в целом нужно говорить о причинах этой трагедии, этой катастрофы. Она связана с несколькими обстоятельствами. Первое заключается в том, что в небе находился украинский беспилотник. Мы вели сразу 3 таких беспилотника, которые пересекли границу Российской Федерации ночью в день трагедии. Вторая причина заключается в технических сбоях самой системы ПВО России. И 2 ракеты, которые были выпущены, они не поразили напрямую самолет. Если бы это произошло, он рухнул бы на месте, а взорвались. Может быть, это была самая ликвидация в нескольких метрах, где-то примерно в 10 метрах. И поэтому поражение произошло, но главным образом не поражающими элементами боевыми, а, скорее всего, обломками самих ракет. Именно поэтому пилот и воспринял это как столкновение со стаей птиц, о чем он и передал российским диспетчерам, и это все зафиксировано в так называемых черных ящиках. Чеченскими властями в Грозненском аэропорту был незамедлительно создан оперативный штаб, где люди могли получить всю информацию о состоянии здоровья своих близких. С пострадавшими также работали психологи и врачи. Соболезнования в связи с трагедией выразил тогда и глава. Азербайджанская диаспора – часть многонациональной республики. Для нее созданы все условия для сохранения родного языка, развития культуры и поддержания национального наследия. У нас никаких проблем никогда не было, ничего нет. Все народы здесь живут одинаково. И азербайджанцы, которые здесь родились, живут и приезжают на работу, они тоже сегодня работают, благо народа, благо своей семьи, и все, соблюдая все законы и местные адаты, и вот так проживают. Открытие мемориала стало знаковым событием, символизирующим общую скорбь и данью памяти жертвам авиакатастрофы. Рамзан Абуев, Ислам Нацуров, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. В департаменте образования мэрии Грозного состоялась торжественная церемония вручения грантов мэра города отличившимся учащимся образовательных организаций. В 2025 году конкурс проводится с 30 ноября по 22 декабря. В отборе приняли участие 100 учеников, чьи личные достижения и портфолио оценивала экспертная комиссия. По итогам определены 50 победителей в 3 номинациях. Начальник департамента образования Зелимхан Ахматов поздравил юных победителей и их наставников, передал им грамоты и денежные вознаграждения.
Подобные гранты являются очень большой поддержкой, ведь они мотивируют детей участвовать в каких-то мероприятиях. Самое главное не сдаваться, участвовать во многих конкурсах, олимпиадах, собрать заранее большое портфолио и в нужный момент просто все вместе сдать. Не волноваться и знать о том, что они молодцы. Грант вручается с 2007 года и является системной работой, направленной на поддержку талантливых детей и создание условий для развития их потенциала. Сегодня мы вручили гранты мэра 50 учащимся школ города Грозного, которые проявили себя в течение года и успешно прошли конкурсный отбор. Такие инициативы дают детям самое главное – мотивацию не останавливаться на достигнутом и развиваться дальше. Именно поэтому политика главы Чеченской Республики Георгия Рамзана Ахматовича направлена на создание всех необходимых условий для развития детей в интеллектуальной, творческой и спортивной сферах. Город Грозный активно в этой работе участвует. По инициативе мэра города Грозного в Грозном реализуется практика поддержки детей, педагогов, управленцев, которые добились успехов в разных направлениях. В Грозненском государственном нефтяном техническом университете имени Миллиончикова трудится один из выдающихся ученых и наставников, кандидат химических наук Джамулай Маглаев. О его вкладе в науку и подготовку специалистов расскажет Линда Джамалдинова. Никель. Добавим другой электролит, где содержится такой ион, чтобы с этим никелем дал осадок. Посмотрите, видите, прозрачность исчезла. Со временем образуются вот такие кристаллы. Джамулай Маглаев в профессии с 23 лет. Его педагогический путь начинался в обычной школе учителем. По воле судьбы он приходит работать в Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика Миллионщикова и уже 3 десятилетия трудится в этом направлении. Сегодня Маглаев – кандидат химических наук, доцент и заведующий кафедрой общая и неорганическая химия. Когда я учился в школе, химию у нас преподавала Настейка Мария Ильинична. Она была очень сильным химиком. Иногда ее замещала Назарова Надежда Федоровна. Все выпускники Горогорской первой школы их помнят. Но и Назарова, и Настека преподавали для сильных детей. То есть те дети, которые, одноклассники мои из параллельного класса, которые могли бы очень хорошо выучить и понять химию, для них их язык был недоступен. И я, будучи ребенком 8 класса, 7, 8, 9, 10 классе, я говорил сам себе, а вот я бы вот эту тему объяснил вот так. Для профессора химия – это фундамент, без которого невозможно представить ни медицину, ни инженерию, ни нефтегазовую отрасль. Именно поэтому на его занятиях говорят как о формулах, так и о будущем. Каждый раз аудитория переполнена. На одно занятие Джамулай принимает 70 человек, тем самым успевая донести и доступно объяснить материал каждому. Латта чаго мал. Так звучит таблица Менделеева на чеченском языке. Ее перевел кандидат химических наук профессор Джамулай Маглаев. И сегодня он объясняет школьникам, что химия – это не набор сложных элементов, а простая наука, если знать ее язык. Сегодняшний урок начинается с разбора 3-го задания ЕГЭ. Каждую субботу профессор проводит бесплатные подготовительные занятия для 11-классников. К нему приезжают со всех районов республики. Для многих это хорошая возможность подготовиться к экзамену. Кроме того, они проводятся по собственной инициативе самого Маглаева. Саид Ахмед Аль-Мурзаев занимается здесь уже полгода. За это время его знания заметно укрепились, а результаты пробных тестов выросли. Мне очень нравится, как здесь обучают. Если что-то я не понимаю, то я могу обратиться к учителю, лично прийти к нему, или ему написать, позвонить. И он мне все всегда в любое время объяснит. Джамулая Маглаева смело можно отнести к плеяде самых талантливых ученых и наставников, всей душой болеющих за свое дело. Его отличают принципиальность, целеустремленность и огромная любовь к науке. Профессор по-настоящему любит свой народ и видит в образовании не услугу, а ответственность. Его цель проста и при этом очень масштабна. Если наша молодежь не будет развиваться, нам придется привлекать инородцев. А лучше всего, чтобы врачами были чеченцы,
инженерами были чеченцы, преподавателями. Нет, я не националист. Я просто хочу, чтобы наша молодежь развивалась. За годы работы Джамулай подготовил более 30 тысяч выпускников. 6 его учеников сдали ЕГЭ на максимальные 100 баллов. Проект школы ЕГЭ реализуется на базе ГГНТУ и направлен на развитие технических специальностей в стране. Здесь растят будущих специалистов, от которых завтра будет зависеть научный и промышленный потенциал России. Лимда Джамалдинова, Хусейн Мурдаханов, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.